С каждым годом количество водителей, использующих портативные гаражи в городе Якутске, неуклонно растет. Этому способствует то, что, во-первых, вам не надо платить за аренду теплого гаража, во-вторых, доехав до места работы, вы можете просто укрыть автомобиль, и он будет находиться в тепле до самого окончания рабочего дня. В-третьих, из дополнительных средств вам требуется только сигнализация с автоматическим запуском по температуре. Совместно с интернет-порталом ЕКТ.ру и автодорожным факультетом Северо-Восточного федерального университета мы решили провести небольшое исследование и сравнить, насколько эффективно использование портативных гаражей в наших условиях. Для этого мы возьмем два одинаковых автомобиля, установим на них термодатчики и оставим оба автомобиля ночевать во дворе, но на одном из них будет портативный гараж, а второй автомобиль оставим как есть. Мы пригнали автомобили в гараж автодорожного факультета СВФУ, где старший преподаватель кафедры эксплуатации автомобильного транспорта Анисимов Евсей Евсеевич установил термодатчики. Температурные датчики термохрон, который записывает температуру, и гигрограф, и температуру и влажность. Они программируются, в данный момент интервал, промежуток каждый час будут фиксировать температуру. А диапазон от минус 41 до плюс 85 градусов. И на поверхности ставим, и через адаптер можем уже на завтрашний день обработать данные в виде графиков. Друзья, наш эксперимент начинается. У нас абсолютно два одинаковых вица одного года выпуска. У них залито одно масло, и одни даже свечи находятся в них. То есть все практически одинаково, кроме цвета. Это красное, это серебристое. Мы поставили автомобили, но, как говорит Валерий, хозяин автомобилей ВИЦ, то есть он фанат этих машин, поэтому у него целых две тачки. Лучшая машина. Лучшая машина ВИЦ. Вот, поэтому мы сейчас перегоним машины поближе к окнам, чтобы был уверенный прием сигналки. Потому что, как говорит Валерий, я не знаю, я как-то думал, что все это работает без брелка, то есть завод по температуре должен быть именно в зоне видимости, в зоне приема самого брелка. То есть, если брелка рядом не будет, то машина не заведется. Да, Валерий? Именно так, да. Вот. Интересный факт. Да, у нас, кстати, тент, который мы одолжили, он с того автомобиля, на котором еще и стоит Вибаска, то есть у него, в принципе, почему-то, я не знаю, не было патрубка вот такого. Но я, кстати, видел, очень многие делают такие длинные трубы, вытаскивают. Вот здесь это два патрубка охлаждения, по-моему, от УАЗика. Да, патрубок для радиатора от УАЗа. И просто вот так вот, один меньше другого вставляем. Получается такое колено, и очень удобно одевается. И все. Я не знаю насчет конденсата. Должен такого опыта. Будет, наверное, да? Да, сливаться будет нормально. Сливаться надо, сольется. Вот так, да? Угу. Мы поместили в гараж портативный второй автомобиль и выключаем оба автомобиля. Приблизительно были выключены в 9 вечера. Все, и начинаем наш процесс экспериментальный. 21:09. 21:09. Так, ну что, наш эксперимент подошел к концу. Две машины переночевали достаточно успешно. Соответственно, одна была на автозапуске по температуре минус 10, вторая точно так же, только под портативным гаражом. Друзья, в общем, сейчас я
отдаю все обратно, машины, датчики и портативный гараж. И буквально через несколько мгновений, ну для вас несколько мгновений, для нас там нужно будет провести обработку данных по температуре, но мы все узнаем. В данный момент мы провели экспериментальные исследования в предмет определения изменения, процесса изменения температуры автомобилей, укрытых так называемыми портативными чехлами, которые у нас в городе Якутске очень много, в последнее время очень часто используются. Основной принцип действия этих портативных чехлов, которые здесь показаны, это аккумуляция теплоты, которая выделяется в период работы. Основной источник теплоты – это двигатель. И тем самым здесь мы укрываем автомобиль, тем самым мы получаем аккумуляцию, замедление остывания температуры, тем самым поддержание его работоспособном состоянии. Что касательно результатов, методика она проста. Предметом, приборами для исследования являются у нас так называемые температурные датчики термохрон. Они программируются, и через определенный адаптер можно запрограммировать с частотой, какой мы желаем. Но вообще температура меняется, она медленно, поэтому частота замеров мы взяли в экспериментах в час. Поэтому здесь мы в диаграммах мы можем наблюдать интенсивность изменения температуры. В данном случае температура воздуха у нас в среднем по гидромелическим параметрам установленная это минус 35. И мы сравнивали, получили следующие данные. Сразу в первом графике, здесь мы будем рассматривать динамики изменения температуры с использованием укрывного материала. Мы здесь видим, что без автозапуска процесс изменения температуры составляет 5 часов, и через 5 часов срабатывает автозапуск. Время прогрева практически за полчаса оно прогревается, и потом уже... здесь надо отметить то, что при начальной температуре, когда мы оставляем автомобиль, здесь получается, особенно в моторном отсеке, температура поднимается. Это наблюдается сложный процесс, но здесь получается в течение некоторой минуты, буквально минуты, потому что здесь происходит некое равновесное состояние, когда температура моторного блока двигателя и моторного отсека приравнивается, а потом уже идет процесс остывания. Процесс остывания достаточно хороший показатель, но здесь, конечно же, изменение температуры зависит от теплоизоляционного свойства укрывного материала. В следующей диаграмме мы показываем график изменения температуры по контрольным поверхностям автомобиля при температуре воздуха без укрывного материала. Но здесь уже наблюдаются резкие частичные колебания. С 9 вечера до 7 утра автозапуск срабатывал 3 раза. 3 раза, а при использовании укрывного материала он срабатывает только 1 раз. Фактически так. Поэтому здесь результат аккумуляции с использованием портативных чехлов он весьма помогает. Но здесь еще надо отметить то, что разница температура даже при нагретого имеет разницу аж на 10-12 градусов. Поэтому здесь эти портативные гаражи, они весьма очень хорошие. Но здесь в следующей диаграмме мы можем наблюдать моторный отсек. Моторный отсек, или же мы говорим, это подкапотное пространство. Подкапотное пространство, здесь мы в данной диаграмме мы наблюдаем сравнение. Здесь даже без комментариев видно, что изменение температуры отличаются. То есть интенсивность изменения температуры
Значит, если без использования укрывного материала изменение температуры за 2 часа составляет более 35 градусов, то с использованием укрывного материала оно составляет не более 20 градусов температуры. Мы без салона не обходимся, но здесь по сравнению с моторным отсеком салон, конечно, теплопотери большие, поэтому через оконные проемы теплопотери, поэтому температура она находится в минусовых градусах. С использованием, опять же, темп изменения температуры без укрывного и с использованием укрывного материала, опять же, имеет, вот, если мы видим в диаграмме, результат налицо. Вот. Далее интересные данные получились у нас по изменению температуры на поверхности аккумулятора. Опять же, здесь она имеет очень различные показатели. Опять же, пиковая температура плюсовая, это составляет где-то 18 градусов. А без использования идет интенсивное уменьшение изменения температуры в сторону минусовых градусов. Мы знаем, что аккумулятор при понижении температуры плотность теряется, соответственно аккумулятор разряжается и становится, не дотягивает до пусковых характеристик. Следующая диаграмма — это у нас ходовая часть. Весьма интересная получилась у нас, да? Значит, если понаблюдать, если сравнивать два показателя с использованием укрывного материала и без укрывного материала, ну, без использования чисто на автозапуске, практически температура на поверхности амортизатора она равна температуре окружающей среды, но при этом при срабатывании автозапуска какой-то очень маленький нагрев все равно наблюдается, но при этом стойки практически замерзают. А с использованием укрывного материала, но хотя температура тоже находится в минусовых градусах, но она находится в пределах 20 градусов против минус 30, то есть разница 10 градусов. И это тоже показывает то, что использование укрывных портативных материалов положительную сторону в части ходовой системы автомобиля. Вот. Но в целом для каждого автомобиля мы считаем, что изменение температуры будет разное, потому что для каждого автомобиля в зависимости от модели стоит различные объемы двигателя. Вот эта теплоотдача тоже зависит и, конечно, зависит от года выпуска автомобиля. То есть первое, второе поколение автомобиля блок двигателя использовало чугунный сплав, но у современных автомобилей уже используется другой металл, более тонкий. Теплопроводность у них большая, алюминиевый сплав, да, и плотность, и соответственно теплоотдача двигателя будет разной. Вот поэтому здесь для того, чтобы сделать детальные исследования и так далее, конечно, надо классифицировать по моделям автомобиля, по моделям двигателя. Те полученные данные, экспериментальные данные, должны сравнивать с расчетными данными. На сегодняшний день с коллегами Института математики и информатики мы разрабатываем вот так называемую модель, которая будет описывать данный процесс. Ну, какие-то результаты есть, но вот мы будем сравнивать максимально с экспериментальными данными. Но в будущем, да, хотелось бы еще провести вот такие температурные исследования теплопотери с использованием различных, всех портативных гаражей, которые у нас используются. Тот же самый Hotutend, Sakhatent, может быть, Artibox и в том числе и Natasha. Если мы все вот эти виды портативных чехлов мы замерим, тогда мы очень хорошие результаты получим и, конечно же, можем дать определенные рекомендации тем же самым производителям и, конечно же, тем автомобилистам, которые интересуются.